Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. В условиях санкций хорошим подспорьем для граждан могут стать налоговые льготы. Сегодня мы поговорим о предусмотренных законодательством правах граждан на получение налоговых льгот, реализация которых позволяет существенно уменьшить налоговую базу либо полностью освободить от уплаты налога. Гость студии – старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии, советник юстиции Павел Боярских. Павел Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Валерия. Расскажите, пожалуйста, в начале нашей беседы, что такое налоговые льготы и какие бывают их разновидности? Понятие налоговой льготы установлено в Налоговом кодексе в статье 56. Под налоговой льготой понимается законно установленная возможность для налогоплательщика снизить налог или же не платить его вовсе. Термин «налоговая льгота» на практике применяется в широком смысле. В законодательстве любая преференция может, в принципе, рассматриваться как налоговая льгота. Возможно исключение лица из перечня налогоплательщиков, уменьшение ставки налогоплательщика. Для индивидуальных и предпринимателей и организаций налоговым законодательством предусмотрено применение специальных налоговых режимов, что также может быть определено как, по сути, налоговая льгота. И так далее. То есть льгот много, и необходимо людям знать про них. Вы уже упомянули, что льгот много налоговых, да? Может быть, есть какой-то ресурс, где гражданин может зайти и посмотреть? Да, на сайте Федеральной налоговой службы есть сервис электронный, справочная информация о ставках налога и видах налоговых льгот по имущественным налогам. Здесь, на этом сервисе, гражданин может узнать о наличии льгот по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц и транспортному налогу. Почему именно по этим налогам? Потому что данные налоги являются муниципальными и региональными, и помимо федерального законодателя такие льготы могут устанавливать муниципалитеты. Соответственно, если гражданин проживает на территории города Якутска, то льготы могут отличаться от другого района Республики Саха-Якутия. Поэтому такой сервис есть, и, воспользовавшись им, можно узнать про наличие льгот. А какие налоговые льготы предусмотрены для жителей нашей республики по транспортному налогу? Транспортный налог, как я уже сказал, является налогом региональным, и каждый субъект устанавливает свои налоговые льготы и послабления. На территории Республики Саха-Якутия таким законом принят закон номер 17В от 7 ноября 2013 года о налоговой политике в республике. В частности, им предусмотрены льготы для инвалидов в отношении одного транспортного средства. Также льготы были предусмотрены для лиц, которые пострадали от паводка в 2018 году, и так далее. Другие категории также граждан перечислены в этом законе. Мы уже затронули транспортный налог. Давайте теперь про земельный поговорим. Что нужно знать жителям республики о льготах по уплате непосредственно земельного налога? По земельному налогу льготы устанавливаются как на федеральном уровне, это статья 395 Налогового кодекса. Значительное количество категорий граждан, имеющих право либо на полное освобождение от налога, либо на частичное уменьшение суммы налога. Например, общероссийские организации инвалидов имеют право на освобождение от земельного налога. Также на налоговые льготы имеют право коренные народы Крайнего Севера в отношении земельных участков, которые используются для сохранения и развития традиционного образа жизни. Также, поскольку этот налог является местным, льготы могут устанавливаться муниципальными нормативными правовыми актами о конкретных размерах, как по ставке налога, так и по льготам. Как я уже говорил, можно информацию узнать на сервисе Федеральной налоговой службы. А какие льготы предусмотрены для граждан по налогу на имущество физических лиц? По налогу на имущество физических лиц ситуация похожая с земельным налогом.
На федеральном уровне статья 407 Налогового кодекса Российской Федерации определяет перечень лиц, имеющих право на налоговую льготу. Например, установлена налоговая льгота для героев Советского Союза, героев Российской Федерации, инвалидов первой и второй группы. То есть достаточно широкий перечень налогоплательщиков имеют право на данные льготы. Льготы предоставляются пенсионерам, лицам, достигшим 60-55 лет, мужчинам и женщинам соответственно, которые получают содержание от государства. Такие граждане также вправе претендовать на налоговый льгот по данному налогу. А может быть, многодетные семьи, какие-то еще, может быть, перечислите поподробнее какие-то категории граждан? Многодетные семьи также имеют право, безусловно, как и по некоторым другим налогам, имеют право на предоставление данной льготы в отношении одного земельного участка. Широко распространены вычеты по налогу на доходы физических лиц. Какие основные моменты по данному вопросу нужно знать гражданам? Налоговый вычет по НДФЛ – это та сумма, на которую уменьшается база налогообложения, то есть тот доход, который получает налогоплательщик. Вследствие уменьшения налоговой базы, как следствие, является уменьшение суммы самого уплачиваемого налога. Вычеты на НДФЛ делятся на виды в зависимости от целей. Их много, размеры и условия предоставления вычета по налогу на доходы физических лиц, как я уже сказал, различные. Их можно поделить на определенные группы, которые в налоговом кодексе перечислены. Это стандартные налоговые вычеты для отдельных льготных категорий физических лиц, граждан, а также лиц, жителей, на содержании у которых находятся несовершеннолетние дети. Также широко применяются социальные налоговые вычеты для тех лиц, которые понесли расходы по оплате медицинских, образовательных услуг на добровольное медицинское страхование. Имущественные вычеты для физлиц, которые приобрели жилые помещения, земельные участки, на которых осуществляется строительство жилья или уже сразу с готовым жильем. И также законодательство предусматривает инвестиционные вычеты. Это для граждан, которые открыли специальные инвестиционные счета или осуществляют определенные финансовые операции с ценными бумагами. Также есть профессиональные вычеты для физических лиц, которые осуществляют трудовую деятельность на основании гражданско-правовых договоров, либо получающих авторское вознаграждение. Тоже льготы и вычеты такие есть. Павел Алексеевич, а как определить размер по конкретным видам вычетов? Для каждого вычета по налогу на доходы физических лиц размер может быть определен как фиксированной, так и предельной суммой. Он для каждого вычета свой. Например, при приобретении жилого помещения или земельного участка для строительства налогоплательщик вправе получить налоговый вычет в пределах фактически понесенных затрат на приобретение данных объектов недвижимости, но в пределах установленных законом лимитов. При приобретении, например, жилого помещения такое ограничение установлено в 2 миллиона рублей. В случае, если налогоплательщик использовал заемные средства, например, взял кредит в банке для приобретения квартиры, то он вправе получить налоговый вычет также с процентов, которые оплачивает банку, в размере не более 3 миллионов рублей. Итого налоговый вычет 260 тысяч рублей максимум можно вернуть от сделки по приобретению и 390 тысяч от процентов. Вычет единоразовый. Вы уже упомянули, что можно получить налоговый вычет за лечение ребенка, деньги, которые были потрачены на лечение ребенка. Давайте подробнее об этом поговорим. Расскажите, как все-таки их получить. Налогоплательщик имеет право на получение налогового вычета при оплате медицинских услуг как на себя, так и услуг для несовершеннолетнего ребенка.
А помимо медицинских услуг также вычет предоставляется при приобретении лекарственных препаратов, которые назначены налогоплательщику лечащим врачом и приобретены им за счет собственных средств. Данный вычет ограничен, он относится к социальным вычетам, и по ним по всем предусмотрен лимит 120 тысяч рублей. Но если речь идет о дорогостоящем лечении, то здесь ограничение по размеру вычета оно отсутствует. Перечень видов дорогостоящего лечения утверждает правительство Российской Федерации. Перечень можно там посмотреть. Расскажите, в 2022 году введен новый вид вычета, так называемый спортивный вычет. Кто вправе претендовать на него? Да, новый, как его еще называют, фитнес-вычет, это также социальный вычет. Его вправе получить гражданин, который в 2022 году не ранее оплатил оздоровительные физкультурные услуги. Размер этого вычета также установлен 13%. Что нужно для получения налогового вычета? Первое – договор с индивидуальным предпринимателем или организацией, осуществляющим физкультурно-оздоровительные услуги, документ, подтверждающий оплату, чек. Также обязательным условием является включение организации и предпринимателя в перечень, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации. Данный перечень организаций опубликован на сайте Минспорта России. Более 3800 организаций и предпринимателей, оказывающих оздоровительные услуги, там содержится. Он находится в свободном доступе. Также можно посмотреть, есть ли ваш, допустим, спортзал в нем или нет. По порядку получения этот налоговый вычет можно получить в следующем году, предоставив в налоговую службу декларацию 3 НДФЛ, указав соответствующие расходы, либо в этом году после фактической оплаты услуг через работодателя это можно сделать. Для этого необходимо сначала обратиться в налоговый орган, можно это сделать посредством личного кабинета налогоплательщика. В налоговый орган рассматривает заявление о предоставлении данной налоговой льготы, налогового вычета в течение 30 дней. В случае, если принято по итогам рассмотрения положительное решение, налоговый орган уведомляет работодателя, и работодатель возмещает вам 13% от суммы, затраченной на спорт, фитнес. То есть вы платите налог меньше НДФЛ, нежели должны были. Павел Алексеевич, спасибо вам большое, что пришли, подробно ответили на все наши вопросы и за полезную информацию. Благодарю вас. Спасибо, Валерий. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго, до новых встреч в эфире.